الله أكبر الله أكبر. Всевышнего Субхану ва Тааля, ана ассалям. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя ва ба'д. Именем Аллаха Субхану ва Тааля, милостивого и милосердного, Господа миров, властелина судного дня, единственного Аль-Ахад, ни в ком не нуждающегося, который не рожал и не был рожден, и обладающего совершенными качествами и наилучшими, наипрекраснейшими именами, мы продолжаем с вами изучение прекрасных имен Аллаха. «Валиллахи л-асма'уль хусна фад'уху биха», говорит Аллах Всевышний, у Аллаха наипрекраснейшие имена, так вызывайте же к Нему посредством этих имен. Сегодня, иншааллах, остановимся с вами на имени Аллаха, которое в Коране упоминается в одном лишь аяте. В суре Аль-Хашр, в 23-м аяте, Аллах Всевышний говорит: «Хуаллаху аллади ла илляха иллаху аль-малик аль-куддус ас-салам». И продолжение аята дальше идет. «Ассалам аль-му'мину аль-мухаймину аль-азизу аль-джаббару аль-мутакаббир, субханаллахи амма юшрикун». Имя Аллаха Ас-Салам. Ас-Салам. Это имя Аллаха мы с вами, возможно, чаще всего после имени Аллах и Ар-Раб, после тех имен, которые мы применяем, читаем и используем в намазе, возможно, это имя Ас-Салам чаще всего после них применяется. Где мы применяем это имя? Ас-Салам. В приветствии. Да, каждый раз, когда мы встречаем брата своего, встречаем свою супругу, своих близких родственников, детей, входим в мечеть, так ведь, идем навещать могилы, и в других местах мы используем это имя Аллаха Ас-Салам. Ассаляму алейкум. Каждый день мы это имя используем. Что же оно означает, Ас-Салам? Ас-Салам с арабского языка от слова саляма. Саляма, салямат на татарском языке говорим, так ведь? Салямат. Что такое салямат? Кто такой салямат? Салямат киши. Да, салямат на русский язык можем перевести как здоровый, да? Здоровый. Салямат. То есть, если вернуться к корню арабскому, саляма это означает быть чистым или же быть избавленным от чего-то. Поэтому, например, когда говорим салямат киши, то есть тот человек, салямат, который чист от чего? От болезни. Он избавился от этой болезни, он очистился от этой болезни, и мы говорим об этом человеке салямат. Или именным словами здоровый. Это что касается значения этого имени в арабском языке. В отношении Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля, Ас-Салам, Ас-Салам можно перевести как пречистый. Пречистый от чего? Пречистый от всех недостатков. Аллах Субханаху ва Тааля, Ас-Салам, пречист от всяких недостатков своей сущностью. В сущности Аллаха Субханаху ва Тааля нет никаких недостатков. Он совершенен. Аллах пречист, Ас-Салам, в своих качествах. Все его качества, какие бы они ни были, его знание, его мощь, могущество, его слух, его зрение, и все качества, которыми Аллах обладает, они Ас-Салам, они пречисты от всякого рода недостатков, недочетов. И Аллах Ас-Салам пречист в своих деяниях, в своих делах. То есть, какое бы деяние Аллах не совершал, его деяние пречисто от недостатков. Дальше подробнее об этом мы с вами приведем примеры. Аллах Субханаху ва Тааля, Он Ас-Салам, Он пречист от того, чтобы у него были дети, или потомство, или была у него супруга. Он не нуждается во всем этом. Аллах Субханаху ва Тааля, Он пречист от этого. Как в другом аяте говорит: «И не уверовали, проявили неверие те, кто сказали, что Иса, Масих, он сын Аллаха». Иса, сын Аллаха, Аллах говорит: «Субхана», он пречист
Он причист от этого. Он не нуждается в потомстве и детях. И Аллах Субхану ва Тааля причист от того, чтобы у него были, наряду с ним были у него сотоварищи, которые бы разделяли с ним власть. Нет, он совершенен и не нуждается ни в какой помощи. И касательно этого хотелось бы зачитать такие очень полезные и глубокие слова имама Ибн аль-Кайима, великого ученого, касательно этого имени. Что же говорит Ибн аль-Кайим? Он говорит, сразу постараемся переводить напрямую его слова. Он говорит, если посмотреть на это имя Ас-Салям, то мы можем понять, что имя это касается всех качеств и всех атрибутов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть это означает, его качества пречисты от того, что противоречит этим качествам. Его качества, они пречисты от того, что противоречит этим качествам. Как, например, говорит жизнь Аллаха Субханаху ва Тааля. Братья, можно, пожалуйста, если кто с детьми, посадите рядом с собой и послушать также, иншаллах, польза будет. Что говорит Ас-Салям, его жизнь, Аль-Хая, его жизнь пречиста, Ас-Салям, от чего? От недостатков, которые бывают в жизни других творений. Это слабость, сон, усталость. Аллах, его жизнь совершенна и пречиста от этих недостатков. Его могущество пречисто от того, его мощь, могущество пречисто от того, что противоречит ей. Что противоречит этому? Немощность или слабость, неспособность совершить что-то. Аллах пречист от этого. Его знание совершенно пречисто от того, чего бы он не знал. Желание Аллаха Субханаху ва Тааля пречисто от того, чтобы в этом мире происходило что-то вопреки его желанию. Аллах, он желает, и в этом мире его желание, оно ас-салям, пречисто от того, чтобы в мире происходило что-то, чтобы противоречило его желанию, вопреки его желанию происходило. Его слова, речь Аллаха, она пречиста также от чего? От лжи, от бесполезных слов, от которых нет никакой пользы, никакой мудрости в этих словах нету. От пустословия речь Аллаха Субхану ва Тааля, она пречиста. То есть ас-салям пречиста от всяких недостатков его речь. Его власть пречиста от того, чтобы был у него какой-то сотоварищ, который бы разделял эту власть. И также деяние Аллаха Субхану ва Тааля, его прощение, его милость, его снисхождение и, как мы сказали, качество аль-гафур, аль-гаффар, аль-афу, ат-таваб, то есть те качества, которыми он прощает своих рабов, стирает их грехи, заменяет эти грехи на благие деяния. И эти деяния его, которыми, то есть то, что он прощает людей, эти действия пречисты от того, чтобы он совершал эти действия из-за какой-либо слабости, по принуждению, или же из-за нужды в прощении этих людей. Нет, Аллах Субхану ва Тааля, если кому-то оказывает свою милость, он оказывает лишь как по своей милости, то есть по своей щедрости. Не так, как в этом мире, скажем, некоторые люди, да, бывает, человек вынужден кого-то простить, кому-то добро сделать, потому что он нуждается в помощи этого человека. Аллах Субхану ва Тааля ни в ком не нуждается. Он оказывает поддержку, он оказывает свою милость, он прощает грехи. Почему? Не потому, что он нуждается в своих рабах, или не потому, что он страшится. Нет, Аллах Субхану ва Тааля ас-салям, он пречист от всего этого, от этих недостатков. Он прощает лишь по своей щедрости. И также Аллах Всевышний, он наказывает, и его наказание пречисто от того, чтобы кому-то причинить несправедливость. Его наказание, оно лишь по справедливости. Его наказание не исходит от гнева или от злобы, как в этом мире среди его творений возможно быть. Да, человек может навредить другому из-за того, что он обозлился на него. Он гнев испытывает в отношении него, а не по мудрости, не по справедливости. Нет, Аллах Всевышний, Субханаху ва Тааля, он наказывает лишь по своей справедливости. Он не наказывает из-за того, что он зол или гневается на своих рабов. Он наказывает по справедливости. Его суд, его наказание пречисто от этого всего.
И также предопределение Аллаха Субханаху ва Тааля пречисто от того, чтобы навредить людям, причинить несправедливость. То есть каждому в этом мире Аллах Субханаху ва Тааля дает то, что он заслужил, и дает по своей мудрости. Он никому не причиняет несправедливость. Он дает, кому-то больше дает, кому-то дает меньше. Как мы уже это с вами изучали, когда проходили имя Аллаха Ар-Разак, ризк, пропитание, удел Аллах дает кому как пожелает, то есть дает по справедливости и дает по своей мудрости. Кому-то этот удел, он будет во благо, и Аллах ему дарует его. Кому-то этот удел может быть во вред, и Аллах Субхану ва Тааля оберегает своего раба от этого удела, потому что этот удел будет вреден для него. Мы же не знаем. Аллаху я'аляму антум ля та'алямун. Аллах знает, а вы не знаете. В Коране нам Аллах говорит. Мы можем думать, что это благо для нас, стремимся к этому, желаем этого, это что-то, но мы не знаем, чем оно для нас обернется, благим или же вредным. Аллах знает. И по знанию своему, по своей справедливости, по своей мудрости Он предопределяет, делает такдир. И шариат Аллаха, Его религия пречиста от того, пречиста от всяких недостатков, от недочетов, от, скажем, спорных моментов каких-то. В ней нет, Его религия, она совершенно, она пречиста от законов, которые бы несли вред Его рабам. Во всей религии есть лишь масляха, есть лишь польза для Его рабов. Что запрещено, значит в этом запретном есть вред. Что разрешено, значит в этом есть польза. Что приказано, значит в этом есть польза. То есть вся религия Аллаха Всевышнего Субхану ва Тааля, она ассалям, то есть она пречиста от всяких недостатков. Нет никаких недочетов, нет никаких минусов. Религия совершенно Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И также то, что Аллах дает своим рабам, свои блага, удел, дает им имущество, власть, Он это дает также лишь по своей щедрости. А не потому, что Он дает это не взамен чего-то. Нет, Аллах дает это по своей щедрости, по своей милости. Он не дает это взамен их деяний. Нет. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни трудились, да, наши деяния даже не сравнятся с теми благами, которые нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля одарил. Одно лишь взять скажем, зрение или взять лишь слух, это ни'ма, это милость, которую нам Всевышний Аллах дал. Сколько бы мы ни благодарили Аллаха Субхану ва Тааля, мы не сможем в полной мере отблагодарить за те блага, которые Он нас даровал. А Он дает нам по своей щедрости, Он дает нам по своей мудрости. И также другие действия Аллаха Субхану ва Тааля и другие качества, какие бы они ни были, как, например, Его слух, Его зрение, они пречисты от того, что некоторые люди воображают себе. То есть Аллаха Субхану ва Тааля мы не можем понять, мы не можем Его вообразить, мы лишь знаем то, что Он нам сообщил. Но есть некоторые, которые пытаются каким-то образом Аллаха понять, Его объять своим знанием, представить Его, вообразить. Аллах говорит, Он Аллах, Он ассалям, Он пречист от всего этого, никто не сможет достичь. Как Он слышит, как Он видит, как Он совершает другие деяния, о которых Он нам сообщил. Мы признаем это, мы верим в это, и мы принимаем их на веру, и мы не воображаем, не делаем ташбих, не сравниваем Его ни с кем-то, не пытаемся вообразить Аллаха Субхану ва Тааля каким-то. И также мы не отрицаем те качества, которые у Него есть, которые Он сообщил нам. Мы принимаем их такие, какие они есть. И также любовь Аллаха Субханаху ва Тааля к своим рабам, к своим аулия, к приближенным рабам, она лишь исходит из Его милости и щедрости, а не из-за того, что Он нуждается в них, в этих аулия. Не нуждается Он в их помощи. Он не нуждается, чтобы они разделяли Его власть каким-то образом. Или же не нуждается в том, чтобы они обладали теми качествами, которыми обладает только Он, как некоторые люди предполагают, и приписывают своим аулия, своим, скажем, святым людям приписывают качества, которые присущи лишь одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Знание сокровенного, знание будущего, распоряжение, возможность прощать грехи. Или же другие вот такие качества, которыми обладает лишь Аллах. Есть люди, которые приписывают это качество кому? Творениям, другим людям, своим святым. Аллах Субханаху ва Тааля ассалям, Он ни в ком из этих не нуждается. И другие качества,
То есть в конце этого слова, в конце вот этой речи, которую Ибн аль-Кайим сообщил в своих словах касательно имени Ас-Салям, он говорит, и в конце хотелось бы, говорит, сказать, что это имя, которое мы с вами сегодня изучили и заглянули в глубокие смыслы этого имени Ас-Салям, сколько, говорит, людей, которые не знают даже приблизительно, что означает это имя. Каждый день они его произносят, каждый день мы друг другу говорим «Ассалям», «Ассаляму алейкум», это имя Аллаха «Ассалям». Но при этом сколько же людей, говорят, не знают и не задумываются даже, что это означает имя. То есть это имя «Ассалям», это имя, которое сообщает и утверждает о совершенстве Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Он ни в ком не нуждается, все его качества совершенны, его религия совершенна, его предопределение совершенно. Во всем совершенство «Ассаляма», пречистость от всяких недостатков. Также «Ассалям», одно из смыслов «Ассалям», ученые сказали, он тот, который приветствует и обещает. Мы сказали, одно из смыслов «Ассалям» — это иминлик. Это безопасность, так ведь? Ассалям — это безопасность. То есть Аллах, Ассалям, Он тот, который обещает, и Он тот, который, обещает безопасность своим рабам, своим приближенным рабам, верующим, и также своим пророкам. В Коране Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Салямун аля Нухин фил алямин». И салям Нуху фил алямин, в мире, в мирах. Салям Нуху в мирах. Что это означает? То есть Нух, он будет в безопасности, и Аллах Субхану ва Тааля делает ему салям, обещает ему безопасность в мирах, говорит. Салямун аля Ибрахим. Салям на Ибрахима, говорит Аллах. Ибрахиму Аллах Субхану ва Тааля обещает безопасность. Салямун аля Муса ва Харун. И Муса и Харун тоже, они будут в саляме, они будут в безопасности. И Аллах Субханаху ва Тааля также будет приветствовать этим словом «салям» своих верующих рабов. «Тахиятухум яума ялкаунаху салям, ва адда лахум аджран карима». И их приветствие в тот день, когда они встретятся с ним, «салям». То есть приветствие верующих, когда они встретятся с Аллахом Субханаху ва Тааля, какой будет? «Салям». То есть Аллах Субханаху ва Тааля обещает им безопасность, говорит: «Салям, вам мир, вам безопасность будет впредь в этом мире, вперед в будущей вашей жизни в раю». И именно поэтому Аль-Джанна также у нас названа Дарус-Салям. Как в Коране Аллах говорит: «Лахум Дарус-Салями инда Раббихим». И им уготована обитель Ас-Салям, безопасная обитель. То есть в этой обители, эта обитель пречистая, безопасная, в ней нет в раю нет никаких недостатков, нет горя, нет боли, нет страдания, нет ничего вредного. Рай — это Дарус-Салям, лишь спокойствие, безопасность и пречистость в раю уготованы для верующих рабов Аллаха Субханаху ва Тааля. «Валлаху яд'у иля Дарис-Салям», говорит Аллах Всевышний в суре Юнус. И Аллах взывает вас, Он зовет вас к Дарус-Салям. Он зовет вас к Дарус-Салям. Если в этом мире у нас разные трудности, в этом мире никогда не будет полного саляма, не будет никогда полной безопасности. Всегда трудности, боль, страдания, испытания. Аллах говорит: «Валлаху яд'у иля Дарис-Салям». Он зовет вас к Дарус-Салям, к безопасной, к пречистой обители. В рай Он зовет. То есть спешите к этому раю, совершайте благие деяния, сторонитесь запретного. Аллах зовет вас к этому, к Дарус-Салям. То есть Он уже призывает. Нам лишь остается что? Ответить на этот призыв. Ответить на этот призыв каким образом? Следуя повелениям Аллаха Субхану ва Тааля и живя по Его религии. И это Ас-Салям является причиной того, что люди войдут в рай. Салям, тут имеется в виду салям, приветствие. Ас-Салям, приветствие, является причиной того, что человек войдет в рай, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит? «Ла тадхулу аль-джанната хатта тахаббу, хатта ту'мину, ва ла ту'мину хатта тахаббу, ва ла адуллукум аля шай'ин иза фа'альтумуху тахаббтум, афшу ас-салама байнакум». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит нам в хадисе своем, который приводится в сборнике Сахиха Муслим, достоверном хадисе: «Вы не войдете в рай, пока вы не уверуете.
пока вера ваша не будет камиль. Не уверуете. И вы не уверуете, то есть ваша вера не будет совершенной, пока вы не будете друг друга любить, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пока вы не будете друг друга любить ради Аллаха, субханаху ва тааля, своих братьев, уважать, любить, оберегать честь друг друга, имущество друг друга. Не указать ли мне вам на деяние, если вы будете его совершать, вы полюбите друг друга. И тогда что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Афшу саляма бейнакум. Что делаете? Афшу, то есть торатығыз. Торатығыз булам. Распространяйте салям, распространяйте приветствие между друг другом, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И также это первое, как у нас в другом хадисе приводится, это первое, к чему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал людей, когда он прибыл в Медину. Как приводится у нас Абдулла ибн Саляма хадис, достоверный хадис, где он говорит, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Медину, его окружило много людей. То есть много людей встречало пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по прибытии в Медину. И я тоже среди них был, говорит. И когда я увидел его лицо, я понял, что это не лицо лжеца. И тогда первые слова, которые он произнес, было, что говорит, «Айюханнас афшу салям». «О люди, распространяйте приветствие». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил двухнедельный, даже больше путь прошел из Мекки в Медину, около 400 километров, преодолел трудности, испытания. И он прибыл в этот город, в Медину, и что он говорит первым делом, как только прибыл в Медину? Что он говорит людям? «О люди, распространяйте салям». Приветствие. «Афшу салям». «Ва ат'иму та'ам, ва саллю биллейли ван насу ниям». И затем, говорит пророк, «Ат'иму та'ам», то есть кормите бедняков и совершайте намаз, молитву, тогда, когда люди спят. То есть совершайте ночную молитву. «Тадхулюль джанната бисалям». И вы войдете в рай в безопасности. И вообще, если вернуться к значению этого, мы сказали, что салям — это что такое? Это пречистость, саляма, пречистость от недостатков, но также саляма, это именно здесь в приветствии, тут значение идет безопасности. Когда ты встречаешь своего брата-мусульманина, здороваешься с ним, даешь ему руку и говоришь «Ассаляму алейкум». Мир тебе, переводим, мир тебе. То есть когда ты говоришь «Ассаляму алейкум», ты даешь понять своему брату, что ты можешь чувствовать себя в безопасности от меня. Я никак не наврежу тебе ни своими деяниями, ни своим телом, ни своими поступками, ни своим языком. То есть ты, когда говоришь «Ассаляму алейкум», мир тебе, ты обезопасиваешь его. И обещаешь ему безопасность, что ты никак не посягнешь на его имущество, на его здоровье, на его жизнь, на его честь. То есть этот смысл, мы зачастую произносим «Ассаляму алейкум», но мы не понимаем, что мы говорим иногда, не задумываемся об этом, что же мы говорим. А вот что мы говорим. Говорим «Саляму алейкум», и тем самым мы обещаем ему, то есть даем ему понять, что он может чувствовать себя в безопасности. Ну а так ли это на самом деле на сегодняшний день? Мы друг другу «Ассаляму алейкум» говорим, распространяем «Ассалям», Но это не только же это имеется в виду. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорит «Афшу саляма», распространяйте приветствие, не просто языковое приветствие, тут имеется в виду, а также то, что следует от этого приветствия. Раз ты сказал своему брату «Ассаляму алейкум», так будь добр, соблюдай то, что ты ему обещал. Ты ему говоришь «Ассаляму алейкум», ты в безопасности, то есть от меня, так совершай то, что ты ему обещал. Не посягай на его честь. И вот это, то есть очень, к сожалению, распространенная такая, скажем, грех, ошибка, которая совершается. Мы друг другу обещаем, даем им салям, что ты можешь чувствовать себя в безопасности, но потом за спиной этого же брата, возможно, говорим разные слова, разные пакости, которые ему бы не понравились. Гиба, злословие, сплетни и ложь разного рода может быть. То есть притесняем своего брата, хотя ему только что обещали, что он может чувствовать себя в безопасности. То есть вот оно, что означает «Ассаляму алейкум». И вот это нужно понимать, когда мы брата встречаем, говорим ему это, нужно этот смысл помнить.
то, что ты обещал. И если хочешь что-то ему навредить, что-то ему сказать, помни, что ты же ему обещал, что он будет в безопасности. Ты дал ему свое обещание. Так будь добр соблюдать это обещание. И что касается саляма, распространения саляма, это благое дело. Это благое дело. И первым говорить салям, это является сунной, желательным действием. А возвращение уже саляма, это у нас является чем? Возвращение, отвечать на салям, это уже является обязательством. Обязательством фард кифая, то есть обязательством на обществе. То есть, если ты один на один встретился, то ты ему должен, он тебе говорит ассаламу алейкум, ты уже обязан ему ответить. Потому что Аллах субханаху ва тааля у нас в Коране нам повелел. Если, те, которые уверовали, если вас приветствуют, да, смысл аята, если вас وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, если вас приветствуют приветствием, то хайю, то есть вы также отвечаете ему приветствием, بِأَحْسَنِ مِنْهَا, или же лучше этого приветствия, или же тем же самым. Что означает лучше или же тем же самым? То есть не нужно убавлять. Если он сказал ассаламу алейкум, ты отвечаешь ва алейкум ассалям, или можешь к этому прибавить ва алейкум ассалям ва рахматуллах, или ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. То есть это будет лучшее приветствие. А если же он сказал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, то ты должен что сделать уже? Ты не можешь уже сократить это. Потому что Аллах субхану ва тааля сказал тем же, или лучшим. Но не хужим. Если он полностью тебе сказал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, ты уже должен также ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракатух. То есть получается, когда мы слышим салям, к нам обращаются, говорят нам салям, мы обязаны вернуть этот салям. Если один на один. Если же в обществе зашел человек, дал салям общий, то достаточно того, что один вернет этот салям. А в тех же ситуациях, когда человек, например, не может салям дать, например, он намаз читает, к нему зашли, ему сказали ассаламу алейкум. В таких ситуациях что делать? Мы сошлись. Даем жест рукой, делаем жест, да, рукой делаем жест, но не произносим. И также мы не даем салям тогда, когда мы находимся в нечистом месте или же в момент справления нужды. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не возвращал намаз, когда он был в таких местах, в таком состоянии. На этом, инша Аллах, закончим. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله